алейкум рахматуллахи ва баракатуху, урматтуу көрүүчүлөр. Мындай эмесе сиздер менен Рамазан айынын бүгүн 1-10 күндүгүнүн 10-күнүндө турабыз. Ошентип алгачкы 10 күндүгү аяктап жатат. Ошол менен бирге биз бүгүн ден соолук жана орозо темасында сүйлөшүүнү туура көрдүк. Бүгүн бизде конокто Согушбекова Мариям эжеке жана психолог Асанова Тинатин Салимовна болмокчу. Негизи эле ушу Рамазан айынын алгач эле фарз болуусу тууралуу сөз кылсак, Мариям эже айтсаңыз, ушу Рамазан айынын фарз болду, Бакара сүрөсүнүн аяттарында келип түшкөн. Фарз болгон демекчи, мында дагы кандайдыр бир пайдалуулук жатат, кандайдыр бир сыр жатат. Ошо тууралуу айтып кетсеңиз. Азыркы айтып кеткендей эле Бакара сүрөсүнүн 183-аятында Аллах Таала Куранда бардыгыбызга фарз кылгандай эле, мисалы, ыймандуулар, силерден мурдакыларга орозо кандай фарз болгон болсо, силерге да фарз кылынды деп айтып кеткендей эле, бул бардык адамзатына орозо фарз кылынган. Негизи эле бул силерден мурдакы, мындай тарыхын бир аз айта кетсек, силерден мурдагыларга дегендей эле деп айткан себеби, бул жеке эле ушул биздин эле учур эмес, Адам алейхиссаламдан баштап эле бул уланып келаткан бир ибадат экенин түшүнсөк болот да. Анткени Аллах Таала айтты, силерден мурдагыларга фарз кылынган деп айткандан кийин бул азыр уланып келатат десек болот. Бул ибадат. Эми бул орозо негизинен адам баласын бардык жагынан тарбиялайт. Орозо баягы Аллах Таала Куранда эмнени фарз кылган болсо, демек бул адамзатына бардык нерсе пайдалуу үчүн фарз кылат да. Ошол себептен да орозо бардык жагынан пайдалуу. Мисалы, ден соолукка десек болот. Андан сырткары бул сабырдуулукка да тарбиялайт адамды жакшы кулук мүнөзгө тарбиялайт, адамды жамандыктардан тыят, адамды бир жакшылык үндөп, жамандыктарга да тыят да, бардыгына. Мисалы, пайгамбарыбыз айткандай хадис бар го, орозо туткула ден соолукта болосуңар. Демекчи, азыркы медицина тили изилдеп атат, билип атасыздар. Рахмат, Мариям эже. Дагы бир жолу Рамазан айынын орозосу бизге фарз экенин дагы бир жолу бизге эскертип өттүңүз. Рахмат. Ошондой эле азыркы сөздү ошо психолог Тинатин Салимовна эжеге берсек, эже айтсаңыз, ошо негизи эле адамга ошо орозо кармоо психологиялык жактан кандай пайдалуу? Конечно, во время поста психологически тоже есть свои особенности, которые очень хорошо положительно влияют на психический уровень человека, на его эмоциональный уровень, на его физическое тело. Вот во время поста в организм не поступает пища, поэтому организм вынужден, то есть это так заложено, организм начинает вырабатывать энергию за счет использования собственных жиров, углеводов, сахара, то есть вот то, что вот в организме накоплено. А вместе с этим накапливается в организме, и когда обычным питанием человек пользуется, то в процессе может возникать накопление различных токсинов, шлаков в организме. И вот во время поста, когда пища не поступает, то когда организм начинает использовать собственные вот эти вот ресурсы, тогда, то есть вот ключевую роль играет, конечно, в этом процессе это печень, которая образует вот эти жиры в химические вещества. Так вот, кетоновые тела – это своеобразное топливо для мышечной ткани, для почек, то есть для которое действует как регуляторный механизм с обратной связью. Во время голодания вот эти кетоновые тела являются одним из основных источников энергии для мозга человека. Как я сказала уже, при обычном питании все, что поступает в организм, оно вызывает накопление вот этих вот всех веществ, всех этих шлаков, которые, как они действуют в процессе, если человек где-то заболевает, микробы, которые, они не только размножаются, они выделяют в процессе
Если они погибают, они выделяют вот токсичные вещества. Вот это и является тем, что вызывает организм такое вот состояние, когда, если вы знаете, если ребенок или человек заболевает, он перестает кушать. И тогда включаются механизмы самооздоровления. Вот. Примерно то же самое происходит и во время поста. Поэтому, если вот так вот рассматривать, то пост исцеляет ум, тело и душу человека. В этот момент, во время поста, включается не только процесс очищения всех органов, да, всех систем, это кроветворная, это сердечно-сосудистая, иммунная система подключается здесь. То есть, когда разгружается организм от того, что накоплено за какой-то период времени, то вот это начинает выходить через кожу, через печень, через почки, то есть все вот эти шлакообразные, все эти вещества, они начинают выходить. И тогда человек он ощущает в первые дни поста своеобразную дисгармонию в своем состоянии. Во время длительного поста происходит следующее изменение. Может снижаться температура тела, потому что сокращается обмен веществ, то есть вот эти процессы, когда происходит пищеварение, обменные процессы. Вот. А дальше что еще? Значит, снижается уровень сахара. Человек может, некоторые, допустим, состояние озноба, да, то есть ему холодно, вот, и он не может согреться, потому что пища не поступает. А далее, что еще подключается? Уровень сахара в крови уменьшается, но это может резервуар гликогена, он находится в печени, поэтому начинает организм брать вот это недостающее из печени. Где-то на 7-е сутки, плюс-минус 2 дня, двое суток, наступает так называемый ацидотический криз, то есть выделение повышенного количества ацетона в крови. Даже от человека, от кого-то может пахнуть ацетоном. И у некоторых, допустим, нехватка кислорода, ощущение физической слабости, может повыситься температура, но на следующий день эти симптомы могут исчезнуть. И в этот момент происходит как бы перерождение организма за счет того, что полное отсутствие желания пищи. Вот понимаете, вот это очень важный момент, когда первые дни, если особенно тот, кто первый раз начинает держать, или это первые годы, да, вот такие вот процессы могут происходить. Ну что после этого может? И когда появляется ощущение отсутствия желания кушать, у человека наступает состояние такой радости, ощущение эйфории. Он не реагирует никакие вот какие-то запахи, то, что он до этого, что он любит очень, он перестает реагировать на эти запахи, его это ничего не волнует. Это очень хорошо, потому что человеку настолько комфортное состояние во время вот очищения, и когда идет вот такая перестройка. Мало того, что в этот момент в организме, у кого какие-то разрастания, какие-то опухолевидные, какие-то, если есть, да, там какие-то внутри организма или снаружи, но я не говорю, что это прям сразу будет происходить, это может происходить с годами. И идет процесс самопожирания, то есть вот такие вот какие-то не очень хорошие разрастания опухолевидные, они могут рассасываться, потому что идет самоочищение организма, перестройка. Какой еще плюс идет? То есть с психологической точки зрения, если, то пост воспитывает выдержку, самоконтроль человека, и даже можно избавиться от вредных привычек. Выносливость организма наступает, то есть иммунная система повышается, то есть вот когда вот это все, мусор весь выходит, то иммунная система, перерождаясь, она становится сильнее. Если в 18 часов человек не будет употреблять что-то из вредных привычек, то есть это табак, это там алкоголь, то 18 часов, то вероятность того, что еще 6 часов, если выдержит он, то он может постепенно вообще избавиться от этих своих вредных привычек. Это, конечно, положительная часть. Вообще, благодаря
такому ограничению человек может выработать над собой такой контроль над своим поведением, и впоследствии вот эта умеренность, у него усиливается сила воли, самодисциплина появляется, исчезают очень многие какие-то эмоциональные, то есть вот состояния скуки, депрессии, там, агрессии, вот все вот эти вот эмоциональная составляющая человека, она постепенно может привести к умиротворенности и гармонии, гармонической личности человека. Вот так вот вкратце, если сказать, что... Рахмат, Жанат Салимовна. Адамдын ошо орозо учурунда психологиялык жана физиологиялык жактан кандай өзгөрүүлөргө, кандай жакшы нерселерге туш болору тууралуу абдан жакшы кенен айтып бердиңиз. Рахмат. Бунун баары ошо Аллах Таала парз кылганда эле ушунун баары демек орозодо жатаары анык. Демек парз кылгандын баарында адам үчүн кандайдыр бир пайдалуу жакшы нерсе жаткандыгы эч бир мындай шексиз. Сиздерге чоң рахмат. Рамазан тууралуу да бир жолу анын пайдалуулугу тууралуу эскертип өттүңүздөр. Чоң рахмат. Сиздер менен дагы көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.